В поселке Хандыга Тампонского района с каждым годом сторонников здорового образа жизни становится все больше. Клавдия Алексеевна Миксярова – одна из первых любителей скандинавской ходьбы. Она, как и любая женщина, не любит считать года, но ей уже далеко за 70 лет. И при этом, благодаря здоровому образу жизни, выглядит прекрасно. Клавдия Алексеевна Миксярова – ветеран геологии. После окончания Якутского госуниверситета по специальности геологии и разведка месторождений полезных ископаемых в 1971 году по распределению приехала в Хандыгу. Молодого геолога сразу забросили на полевые работы и задействовали в крупномасштабных геологических съемках. Клавдия Алексеевна 40 лет проработала в Алахюнской геологоразведочной экспедиции. Однажды, помню, у нас и машина сломалась. Я ходила со студенткой, такая у меня спортивная студентка была, и Михаил Ефимович Ирюшенко дал задание, связь почему-то плохо работала еще, и дал задание дойти до базы, и чтобы нам другой отряд привез эти запчасти. Мы тогда за один день 50 с лишним километров. Это ж не по дороге там, а по долинам реки, по болоту, по долине реки. 56 километров было. Это самое максимальное расстояние, которое я прошла за один день. Предки Клавдии Алексеевны Миксяровой – род Долгай из Верхневилюйского района. Семейная притча гласит, как дед Клавдии однажды выиграл крупную сумму денег в Вилюйске и благодаря своей недюжинной силе смог убежать от преследователей, погнавшимся за ним на лошадях. Мне всегда было легко ходить, потому что, видать, я физически от природы, видать, развитая. У меня даже вот фамилия, наши предки – это род Долгаев. Но это было давно. У меня дед в городе Вилюйске, я сама из Верхневилюйска. В карту выиграл большую сумму денег. И за ним погнались на лошадях, чтобы отобрать эти деньги. Но никак не могли догнать на лошадях. Дед у меня убежал до Верхневилюйска. И ему дали прозвище Василий Миксер. И мы стали Миксяровыми. И, видать, отец тоже хорошо бегал. И поэтому мне всегда было легко ходить. В 2012 году Клавдия Алексеевна Миксярова была назначена директором Минералогического музея горно-геологического техникума, открывшегося в Хандыге в 2011 году. Так у Клавдии Алексеевны Миксяровой началась новая жизнь. Настолько другая, что теперь она смело может оспорить известную фразу и сказать: «После 60 лет жизнь только начинается». Клавдия Алексеевна вновь стала ходить в горы, но уже как опытный проводник студентов. Смотрят породы различные, метаморфические, магматические, осадочные породы. И минералы смотрят. Также микроскопией занимаются. Смотрят они шельфы, аншельфы смотрят. В музей ходят еще школьники, часто ходят. И жители поселка, района, и бывают даже иностранные гости бывают у нас. Мы сейчас с техниками тоже ездим весной и осенью, ездим в Кюльбелякский полигон со студентами. И я как праздника жду это время, когда будем ходить по горам. Мне сейчас легко ходить по горам, я со студентами одинаково хожу, не отстаю от них. Но мне спрашивают: вам много лет, но вы, говорит, так хорошо ходите. А я говорю, я тренированная, я говорю. На стадионе, я говорю, тренируюсь. Еще, я говорю, я полевая, у меня это осталось еще, навык полевой. Уже в техникуме, на удивление многим, Клавдия Алексеевна начала заниматься спортом. Результаты не заставили себя долго ждать. Повысилась работоспособность, выносливость, руки и ноги налились силой. Даже шумы в сердце ушли. Ну сколько лет вы себя ощущаете? 2 года назад мы обследовались на японском приборе, биологический возраст определяли. Мне тогда было
52 года. Ну, я примерно так же себя ощущаю. Когда я занимаюсь, вот бегаю, хожу, как будто у меня организм как будто бы благодарит меня. У меня такое чувство, как будто спасибо говорит. Но зимой-то я мало кругов делаю, 7 кругов так. Потому что одето очень тепло, ботинки тяжелые, а летом уже побольше, по 10 километров хожу, 25 кругов. И там более 10 кругов бегаю. Сначала бегала 2 круга, а когда первый раз пробежала 5 кругов, я была как героиня себя чувствовала. А потом все больше и больше. Скандинавская ходьба, там не только ноги развиваются, но и руки, спина развивается. Вот поэтому. И мне нравится быстро ходить на скандинавской. Не просто так потихонечку, а чтобы быстро темп был. Вот. И надо не только быстро, но и долго. Вот подсчитала по скандинавски 400 метров у нас стадион, да? Где-то около 4 минут я хожу. Ну, круг один делаю. А бегаю где-то около 3 минут, чуть-чуть, несколько секунд больше. Ну, чуть-чуть быстрее бегаю, чем хожу, получается. Она очень такой активный, позитивный человек. Но активность это одно, но дело в том, что она очень активно занимается спортом. Я тоже сама занимаюсь скандинавской ходьбой, но за ней еще угнаться да угнаться в ее возрасте. Это просто пример для нас, для молодых, вот, для наших молодых специалистов, потому что большинство коллектива это молодые кадры. Клавдия Алексеевна, она у нас еще, как бы скажем, мастер производственного обучения. Это вот учебная практика осени проходит. Это практика, это в основном для геологов, начинающих вот, студентов. Она у нас идет как бы сопровождающим, и это введение в профессию. И вот по горам она у нас до сих пор, значит, с ребятами, пока, ну, там еще за ней тоже надо угнаться, молодым даже, да, студентам. И я считаю, что в ее возрасте, такой активности, активной ее жизни, это пример для нас многих. И, скажем, я могу с уверенностью сказать, что я старости могу не бояться. Клавдия Алексеевна Миксярова после 60 лет впервые открыла для себя не только спорт, но и большой мир всевозможных увлечений. Но разве могла даже в 50 лет представить, что она, Клавдия, будет исполнять на сцене композиции на хамусе? На хамус заниматься в возрасте, ну, конечно, давалось очень туго сначала. Другой бы, наверное, немножко сник, может быть, ушел, но она своим упорством нас удивляет и восхищает. И у нас самый сейчас вот лучше всех она украшает наш ансамбль, потому что очень сложный прием она научилась сама самостоятельно, вибрацию делает. И наш ансамбль звучит очень красиво благодаря этому приему игры на хамусе. Мы ее очень любим, очень уважаем. И она всегда с нами. И она очень надежная, с ней на разведку запросто можно ходить. Теперь у Клавдии Николаевны есть время на все. И на шитье, и на кружок по садобе, шашкам-шахматам, и даже на поэтический кружок. Да, Клавдия Алексеевна начала писать стихи и рассказы о людях, природе, спорте. Ну, по молодости мы все были, когда заняты работой, семьей, да, и вот когда сейчас время у нас появилось, как бы, да, мы тоже вот и хотели заняться этим, и вот никогда не поздно. И учиться не поздно, и шить, и иголку взять в руки не поздно никогда. Поэтому главное вот хотеть, желать, и тогда все будет. Всю жизнь можно учиться, всю жизнь можно красоте
И вот мы сидим, любуемся своими вот законченными работами, пример друг другу показываем, да? Фотографируем друг другу, передаем. И, видимо, надеемся, какой-нибудь дате мы хотим выставку свою делать. Вот у нас кружок называется «Деркеногуттер». Вот нам радость вот этим заниматься всем. Не молодые мы все, да, и молодые к нам тоже хотят. Поэтому это заразительно для нас, да? И первый раз мы вот взяли иголки. Некоторые вообще ничего не шили. Я-то хоть на машинке раньше шила, да. Иголку взяли и сразу начали. Глаза устают, все равно себя надо победить, это шить. Тоже спина, тоже шея, все это же, это руки, это никогда не поздно, еще, но все равно получится. Человек учится, и все равно что-то получится. Это и суставам хорошо, и самим надо думать, и красоте, свету учиться хорошо. Поэтому все так и занимаемся. Говорят, старость не радость. Точно говорят люди, поверьте. С годами сила уходит от нас. Красота увядает, как ни старайся. Старость встречайте достойно. Боритесь усердно за долгую жизнь. Здоровье и трудоспособность. Творите, дерзайте, развивайтесь. Занимайтесь спортом, музыкой. Пишите рассказы, повести, стихи, отчеты по работе, копаясь в книгах. Старость отодвиньте сильной рукой. Клавдия Алексеевна Миксярова, как геолог до кончиков пальцев, очень прагматично старается каждую минуту провести с пользой и советует всегда быть доброжелательным к людям, никому не делать зла, и тогда старость будет в радость.